А теперь моя коллега Анастасия Кобызева проведет обзор основных моментов, которые президент страны Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному собранию. Теперь о главном, о любви. С этой фразы 14 лет назад Владимир Путин начал разговор о материнском капитале. Тогда, в 2006-м, он только предложил эту программу. А уже сегодня меры поддержки для семей с детьми значительно расширены. Итак, во время послания президент заявил о том, что программа «Материнский капитал» продлена как минимум до 31 декабря 2026 года. Уже при рождении первенца семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января этого года размер выплаты составляет 466 617 рублей. В случае рождения второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Также напомню, что власти уже приняли решение о том, что при рождении в семье третьего ребенка государство гасит 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. В целом, семья с 3 детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Также президент уточнил, что если в семье уже есть ребенок, то после рождения второго мат-капитал должен предоставляться ей в новом увеличенном размере, то есть 616 617 рублей. Кроме того, президент предложил ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Нововведения вступают в силу с 1 января 2020 года. Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе семьям будут выплачивать половину прожиточного минимума. В республике это почти 9 тысяч рублей. А со следующего года, если финансовое положение семьи не улучшится, то выплачиваться будет уже вся сумма, то есть полный прожиточный минимум. Введение материнского капитала за первенца улучшит демографическую ситуацию в республике, считают в Министерстве труда и социального развития региона. К слову, Якутия этот вопрос активно прорабатывала с федеральными властями в прошлом году. Мы считаем, что это действительно своевременное, необходимое решение, поскольку те демографические тенденции, которые сегодня мы имеем, мы видим, что наблюдается откладывание рождения именно первых детей. И существует потребность в мерах поддержки, направленных на улучшение жилищных условий именно для молодых семей. Поэтому данная мера, мы считаем, должна оказать существенное влияние на демографические показатели, на рождаемость детей. Центральными темами в 16-м послании президента стали именно внутренние проблемы в стране. Бедность, новые пособия, материнский капитал, здравоохранение и образование. Владимир Путин впервые озвучил послание в начале года. Это сделано не случайно. Есть время внести корректировки в бюджеты и предусмотреть средства для решения поставленных задач. Теперь федеральные, региональные и местные власти должны выполнить все поручения не для статистики, а для улучшения жизни населения.